Здравствуйте, вы смотрите «Итоги дня» на канале Якутия-24. Это прямой эфир, в студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Кормозаготовительная кампания 2021. Сколько заготовили сена на сегодня по республике, сколько осталось до выполнения плана. «Помоги пойти учиться». Акцию по таким названиям организовали в Нерюнгринском районе для семей, кому финансово трудно подготовить детей к школе. Цифровое развитие. В колледже инфраструктурных технологий СВФУ открыли инновационные мастерские по IT-компетенциям. И погода в сентябре. Что прогнозируют синоптики на грядущий осенний месяц? Это и многое другое через паузу. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тампонском районе из-за размыва дороги. Там сильные ливни размыли два участка на 90-м, на 100-м километрах автодороги Яна. В этой связи движение для всех типов транспорта прекращено. На месте работают дорожники и техника подрядной организации Дортранс. Повышение уровня воды на Лене прогнозируют у столицы республики в ближайшие дни. В пределах центральных районов и до устья реки отмечается повышение от 1 до 90 сантиметров. У Якутска 2-3 сентября уровень воды достигнет отметку 430-460 сантиметров над нулем поста. Ожидается подтопление пониженных участков сенокосных угодий, расположенных на островах, на 10-20%. Максимум дождевого паводка сформировался и в Алекминском районе. На сегодняшний день в республике выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки, из них 83 в Якутске. Что касается районов, то в Чурапчинском районе 10 случаев, в Вилюйском 6, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Сунтарском районах по 4. Еще в 17 районах от 1 до 3 заболевших. Об этом говорит статистика, которую вы видите на своих экранах. Ну а на сегодняшний день на территории республики действуют 23 лесных пожара. На территории 200 тысяч гектаров тушится 6, локализовали 3, ликвидировали 14. Обнаружено 2 новых очага возгорания. Всего на тушении задействовано 296 человек, 35 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки, передислокации личного состава в республике привлекалось 1 воздушное судно от МЧС, выполнено 2 вылета, угрожающих населенным пунктам лесных пожаров нет. Работы по тушению лесных пожаров продолжаются на территориях 4 районов. Это Вилюйский, Уйсмайский, Чурапчинский, Сунтарский. Также по мере стабилизации обстановки выбывают лесопожарные силы, которые привлекались извне. Сегодня запланирован вывод инженерного батальона, который привлекался по линии Министерства обороны Дальневосточного федерального округа. На сегодняшний час угроз населенным пунктам и объектам экономики не отмечается. Пострадавшим от лесного пожара сельским хозяйствам села Бяскёль горного района началась выдача денежной компенсации из резервного фонда республики. Таким образом, направлена финансовая помощь на сумму 59 миллионов рублей. Из них 45 миллионов поступил на счет фермерского хозяйства Алексея Петрова. Также 4 миллиона 900 тысяч рублей направили на строительство коровников лично подсобным хозяйством. Помимо этого предусмотрено 9 миллионов рублей на приобретение сельхозтехники, которая была уничтожена во время лесного пожара. Как информировали в Минсельхозе региона, также будет возмещение затрат на покупку и перевозку сена. Напомним, в селе Бяскёль в результате пожара ущерб понесли 26 хозяйств. Огнем было уничтожено 10 скотопомещений общей мощностью в 223 места, почти 10 километров изгороди. Сгорело 213 тонн сена. Подрядчик Хангалас Тату приступил к работе по строительству коровника Петрова Алексея. По частникам коровника под руководством министра Александра Атласова работала комиссия. Мы закрепили наши подведомственные предприятия Минсельхоза каждому пострадавшему. Пострадавшие будут покупать согласно тех денег, которые направлены на помощь, материалы будут покупать, а в частности в работе, как бы строить, это будет помогать наши подведомственные предприятия. Сейчас выводим кормовую единицу по целом по Бяскёлю,
И по нашим подсчетам нужно завести где-то 1000 тонн сена извне поселка Бескуль. Тем людям, у кого сгорело сено, будем, в частности, тоже сено тоже возмещать. А тем людям, по каким-то причинам не смогли выкосить, подготовить сено, они будут сами покупать сено. А транспортные расходы мы сами будем возмещать. Тем временем по республике продолжается кормоизготовительная кампания. По тем же данным Минсельхоза республики на сегодня по Якутии заготовлено чуть больше 320 тысяч тонн сена. Это 70% от плана на год текущий. Напомним, общий объем заготовки по прогнозам специалистов должен в итоге составить 376 тысяч тонн сена. Для достижения целей Якутия имеет предварительные договоры на приобретение сена у других регионов. Это Амурская область, Магадан, Забайкальский край. В лидирующих позициях по заготовке сена находятся сегодня бригады Булунского района. На 93% они выполнили план, а также Вилюйский район 92%. Свыше 80% у Аллаиховского, Кобяйского, Абыйского, Верхневилюйского, Жиганского и Ивано-Бытантайского районов. Наибольшее отставание наблюдается тоже в ряде улусов. Это Тампонский, Усть-Алданский, Чурапчинский и Аймяконский. Хотел бы далее отметить сегодня ситуацию в Бескуле. Министерством сельского хозяйства из резервного фонда направлены средства пострадавшим от пожара в селе Бескуль в размере 59 миллионов рублей, в том числе все пострадавшие личные подсобные хозяйства и организованные формы хозяйства. Поэтому принимаются все меры по ликвидации ситуации от пожара. Далее прорабатывается вопрос с рядом районов, в том числе Вилюйским, Верхневилюйским районов, по поставке сена в данное муниципальное образование. Переходим к другим темам. 4 года назад Минздрав Республики подписал соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России. Благодаря этому сотрудничеству жители Якутии получили доступ к высокотехнологичной медпомощи мирового уровня. О том, каких результатов достигли за эти годы сурдологи, отохирурги и их пациенты, в сюжете нашего корреспондента из Москвы Туяра Константина. Семья Поповых из Якутии проходит лечение в медицинском исследовательском центре уже 2-й год. Маленькой пациентке проведены операции по кохлеарной имплантации. Команда отохирургов, сурдологов, сурдопедагогов вернула девочке слух. И это, по мнению родителей, самое настоящее чудо. И именно сегодня у нас знаковое событие. Мы подключились после операции. Нам выдали этот аппарат, и ребенок теперь слышит 2 ушами. Это просто для нас сегодня тоже большой праздник. У нас просто благодарность до небес. Несмотря на множественные нарушения, у нас есть большой прогресс. Ну и мы продолжаем еще работать, работы много. Мне что нравится в Якутии, что всех пациентов знают все врачи, и хирурги, и сурдологи. И они занимаются каждым пациентом, естественно, и с родителями этого пациента. У них очень плотная связь, у них очень хорошие отношения формируются, и они занимаются каждым ребенком имплантируем. Поэтому и результаты дают о себе знать, что у них хорошие результаты слухоречевой реабилитации. Медицинская статистика неутешительна. На 1000 новорожденных 1 ребенок рождается с врожденной патологией слуха. В Московском центре оториноларингологии ежегодно оперируют порядка 30-40 детей из Якутии с полной глухотой и высокой степенью поражения слуха. 10-15 пациентам делают ювелирные микрохирургические операции в Якутске под руководством лучших отохирургов страны. Идет процесс развития. В общем, отохирургии в принципе в Республике Якутия. Уровень готовности врачей стал намного выше. Сложные случаи они посылают к нам сюда. А простые случаи в виде тимпанопластика, санирующие, которые нуждаются люди иногда и в экстренной помощи, проводятся там на достаточно хорошем уровне. С 2017 года ведущие доктора центра обучают специалистов из Якутии. Подготовленные кадры, консультация через телемедицину, открытый в Якутский сурдологический центр и даже родительское сообщество, где сопровождают семьи, это звенья слаженной системы, которая помогает победить коварную болезнь.
Мы не ошиблись, когда начали работать с Республикой Саха-Якутия. Это эндемичная территория по развитию, к сожалению, нарушений слуха. Это связано и с острыми воспалительными заболеваниями ввиду климатических особенностей региона, но и с генетическими особенностями связано. При адекватной реабилитации, серьезному подходу родителей, специалистов, своевременному выявлению диагноза можно успешно реабилитировать ребенка, и он пойдет в массовую школу, а также поступит в высшее учебное заведение. Совместно с якутскими коллегами Центр современной отохирургии в ближайшее время запускает уникальную программу сурдологической помощи и реабилитации пожилых людей с нарушениями слуха по международным стандартам. Туяра Константинова, Джор Березкин, Москва. В преддверии нового учебного года Центр развития ребенка «Узнавайка» открывает 4-й филиал. Новый детский сад расположен в 37-м квартале Якутска по адресу Чапалова, 39. Все подробности у Саргаланы Неустроевой. Девиз Центра развития детей «Узнавайка» – «Счастливый ребенок, довольные родители». Сегодня Центр – это не просто детский сад. Здесь помимо основной образовательной программы организованы кружки для всестороннего развития детей. Физкультура с элементами ЛФК и закаливанием, хореография, английский язык, якутская национальная культура, театрализованная деятельность, робототехника для старшей группы и многое другое. Мы создаем комфортные условия для безопасного пребывания детей в нашем центре. Уже 1 сентября «Узнавайка» открывает свои двери и готов принять 150 дошколят и 20 детей в группу продленного дня. Всего же по Якутску «Узнавайка» насчитывает 400 воспитанников. Нами заключено соглашение с Министерством образования о предоставлении мест по программе «Демография» для детей от 1,5 до 3 лет. Заключено соглашение с Управлением образования о предоставлении субсидированных мест для детей от 1,5 до 7 лет. И также мы готовы принять малышей без городской прописки. Увидеть открытие нового детского сада собралось немало родителей и малышей. По традиции Центр развития детей «Узнавайка» благословил Алгысчит. Однако самой надежной гарантией счастья малыша станет профессионализм местных сотрудников. Саргалана Неустроева, Джилус Иннокентьев, Якутск. В Якутске состоялась защита дипломов по первому в республике курсу по стратегическому маркетингу, продолжит Марфирина Алексеева. На сегодняшний день в Якутии компании не используют цельную маркетинговую стратегию для приумножения выручки. Большинство компаний используют рекламы с помощью СММ, радио и ТВ. Цель школы глобального бизнеса – обучить своих студентов выводить местные компании на международный уровень. Именно поэтому преподавателями курса стали эксперты маркетинга всероссийского и международного уровня. Заинтересованность, в отличие от московского, например, рынка, доходимость курсов очень высокая. Вот, у нас примерно 80-90%, удовлетворенность студентов очень высокая. Они прям даже рекомендуют свои курсы своим друзьям. Это прям редкость, наверное. Да, и плюс того, что я получила очень хорошие отзывы, обратную связь, в том, что у многих это был прям прорывной курс, расширилось видение, расширилось взгляды на свою жизнь, на свой бизнес, на свои задачи. Методика образования бизнес-школы основывается на решениях реальных существующих задач. Выпускники представили маркетинговые стратегии для 5 якутских известных компаний. Наша компания молодая, и только 2 года. Мы занимаемся производством полуфабрикатов. И наш запрос был в том, чтобы мы были максимально узнаваемые в городе, захватили большую часть продуктовых магазинов. Сейчас на данный момент у нас 150, но активных 30 примерно. Наша задача с помощью маркетинга добиться того, чтобы у нас было 150 активных и в 400 магазинах была представлена наша продукция. В стратегическом кейсе выпускники предложили взять под основу открытую демонстрацию сырья и готовой продукции. Компания уже планирует устроить дегустацию в вузах, СУЗах и организациях Якутска. Каждый раз компания отправляет какое-то сообщение покупателю. Вот мы такие, вот мы такие, вот мы такие. И самое большое касание, которое происходит, где человек чаще всего слышит, это, например, личный блог, который мы активно используем в случае с Майей. Она просто рассказывает о том, чем она занимается, и люди это видят. А там, где открытость, там и доверие. А где доверие, там и выбор. У нас качественное сырье. Обо всем этом я говорю лично в блоге.
открытое производство, которое может и согласно принимать экскурсии. У нас уже ходили школьники все лето. Вот, нам нечего стесняться, и поэтому покупатель, видит то, что покупает, знает, из чего это сделано и как это вообще происходит. Бизнес-школа обучает в 3 направлениях: активизация инновационной деятельности компаний, предпринимательские и креативные навыки, консалтинг для компаний Якутии, выход на рынки России и мира. Обучение длится 5 месяцев. Пройти курс профессиональной переподготовки возможно, имея базу любого высшего образования. Марферина Алексеева, Григорий Григорьев, Якутск. Пандемия COVID-19 продолжает сказываться на образовательном процессе как в школах, так и в вузах. Теперь руководство российских высших учебных заведений сможет самостоятельно решать, вводить ли удаленное обучение для студентов. Если позволяет эпидситуация, учащиеся будут иметь возможность посещать занятия очно. Вместе с тем сотрудники высших учебных заведений вправе, если сочтут необходимым, требовать с заселяющихся в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или медотвод, а также организовать мобильные прививочные пункты на территории учреждений. В колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета состоялось торжественное открытие инновационных мастерских по IT-компетенциям. Это стало возможным благодаря победе колледжа в конкурсе Министерства просвещения России по направлению информационно-коммуникационные технологии. Все детали у нашего корреспондента Власия Сергеева. С завтрашнего дня в колледже инфраструктурных технологий свою работу начнут мастерские по 4 востребованным IT-компетенциям. Веб-дизайн и разработки, сетевое системное администрирование, информационно-кабельные сети и корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности. Мы видим необходимость в специалистах, которые как минимум разрабатывают сайты для наших организаций, создают инфраструктурные сети, обеспечивают безопасность работы сети наших организаций. Таких специалистов действительно не хватает, большой дефицит. И сегодня мы, создавая эти мастерские, даем как раз-таки толчок этому движению. В общей сложности на подготовку мастерских было потрачено 40 миллионов рублей. Все помещения оборудованы современной техникой, отвечающей стандартам международного движения WorldSkills. Здесь помимо занятий для студентов колледжа будет проводиться переподготовка и обучение по IT-компетенциям специалистов ведущих компаний республики. Все наши мастера, их 6 по 2 на каждую мастерскую, обучают современным технологиям, пошли обучение, сдали квалификационный экзамен. Практически мы можем реализовывать программы 24/7 круглогодично в зависимости от спроса направлений. В период активного распространения оптоволоконного интернета крайне востребованной является компетенция информационно-кабельные сети. При подготовке кадров в этой мастерской будет использоваться современное оборудование, на закупку которого было потрачено 12 миллионов рублей. Это у нас сварочный аппарат для сварки оптического кабеля. Также вот здесь тестер оптического кабеля и тестер медного кабеля. Выдается кабель примерно 5 метров, наверное, будет. И по этой трассе они будут прокладывать и должны завести в стойку и телекоммуникационный шкаф. В общей сложности в текущем году в рамках национального проекта образования на территории республики будет создано 28 мастерских. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. 1 сентября тысячи детей по всей стране пойдут в школу, но многие семьи в этот период сталкиваются с трудностями по покупке школьных принадлежностей. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нерюнгринском районе проводит межведомственную акцию под названием «Помоги пойти учиться». Продолжит Екатерина Павлова. Рамцы и наборы для школьников со всеми необходимыми юным ученикам принадлежностями. Тетради, альбомы, ручки и другие нужные для учебного процесса предметы. Полицейские в канун Дня знаний вручают эти подарки детям, которые воспитываются в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Нерюнгринском районе по состоянию на сегодняшний день состоит на учете 81 несовершеннолетний ребенок. Из категории социально опасных семей у нас на учете 40
7 семей, в которых воспитывается 85 несовершеннолетних детей. Дети оценили подарки и поблагодарили взрослых, пообещав им хорошо учиться и примерно вести себя в школе. Хочу поблагодарить, слова благодарности. У нас сейчас очень тяжело дома с денежкой, с финансами. И нам очень помогли вы с канцелярией, с товарами, потому что совсем не на что купить все это. Акция проходит уже не первый год и стала доброй традицией для всех, кто хочет и может помогать тем, кто в этом нуждается. В этом году в акции приняли участие нерюнгринцы, общественники, предприниматели и организации, оказав реальную адресную социальную помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации при подготовке их детей к новому учебному году. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. На торжественную линейку дети традиционно приходят с букетами для своих учителей. Какие цветы сейчас в моде и во сколько примерно обойдется цветочное поздравление 1 сентября, расскажет Саргалана Неустроева. Традиция дарить букеты цветов учителям на 1 сентября относительно молодая. Зародилась она в 80-е годы, когда впервые был объявлен Всенародный день знаний. Правда, выбор цветов в те годы был невелик, потому часто в ход шли цветы с грядок. Я жила в Амге, она тоже. И мы где-то где собрали? Возле дома, наверное? Да, где-то возле дома собрали. И я так стеснялась подарить учительнице, что я отдала своему младшему брату, и он подарил. Втихаря некоторые, конечно, рвали. На площади Ленина раньше цветы только росли. И вот некоторые, конечно, и на площади Марата. Я знаю, что там раньше немножко так рвали цветочки для своей учительницы. Однако времена вынужденного вандализма давно прошли, и рынок уже давно диктует свои правила. Роскошные хризантемы, нежные розы, милые гипсофилы и никакого пластика. Вот главные амбассадоры любого букета. В тренде сейчас пышные объемные букеты, микс, монобукеты, то есть из только одних цветов. В крафте очень красиво смотрится. При этом на то, каким будет букет, влияет и то, кому вы его дарите. Молодым учителям более нежные цвета, ну а если в возрасте, то уже можно и погуще цвет. По словам якутских флористов, средняя цена букета по городу стартует от 1000 рублей. При этом готовиться к сезонам праздников цветочные магазины начинают еще за неделю. Закуп цветов у поставщиков возрастает в 3-4 раза. В праздничные дни букеты не дорожают. Все зависит от транспортировки, от того, откуда заказывают цветы. А тем временем кому-то могут понравиться и полевые цветы. Но для тех, у кого аллергия на пыльцу, существует и альтернатива – сладкие букеты. В этом году приготовили букет нашему учителю. У нее аллергия, поэтому купили в этом году шоколад. А можно отснять, да? Да, конечно. В последнее время в прошлое уходят и гендерные стереотипы. Популярность набирают мужские букеты сдержанных и темных оттенков. Поэтому не забудьте поздравить и учителей мужчин. Как бы то ни было, будьте уверены, какой бы ни был букет, получить его приятно каждому. Саргалана Неустроева, Джилус Иннокентьев, Якутск. День знаний 1 сентября в большинстве районов ожидается теплая погода. Днем на южной территории республики температура воздуха составит плюс 18-23, на юго-востоке 22-27 градусов тепла, на северной части плюс 5, плюс 10. В Якутске завтра ожидается также теплая погода без осадков. Напомним, представители управления образования столицы ранее говорили о том, что организация линеек будет зависеть именно от погоды, так как праздничные мероприятия планируется провести под открытым небом с соблюдением социальной дистанции. 1 сентября в городе Якутске ожидается погода без осадков, утром туман, ветер переменный 1,6 метров в секунду, ночная температура около нуля, заморозки, и днем 20-22. 2 сентября без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, ночная температура плюс 3,5 и днем 21-23 градуса. И 3 сентября в зоне фронта утром и днем ожидается кратковременный дождь, ветер ночью южный, днем северо-западный 3,8, днем порывистый до 8-13 метров в секунду. Ночная температура плюс 9-11, днем 15-17 градусов.
На этом выпуск завершен. Буквально через несколько минут смотрите обращение главы региона Айсена Николаева к жителям республики. Трансляция ровно в 20:30 на Якутии 24. Оставайтесь с нами.